Этот выпуск не совсем обычный. В прошлом году во всех школах НИШ впервые прошла интеллектуальная игра NAS Challenge. И команды победителей выбирали проекты, которые хотели бы поддержать своей призовой суммой. Этот выпуск вышел благодаря поддержке НИШ ФМН Шымкент. Всем привет! Меня зовут Алиса Ким, мне 25 лет. В 2015 году я закончила НИШ физико-математического направления города Астана. Затем я поступила на бакалавриат в университет Йонсе, это Сеул, Южная Корея. Магистратуру я сделала в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Сейчас я работаю в Казмунайгаз инжиниринге, инженером по водородной энергетике в департаменте по альтернативной энергетике, который был создан по указу главы государства для развития водородной энергетики в нашей стране. Я вообще родом из Караганды, и там я училась в школе Мурагер. На тот момент это была одной из лидирующих школ по городу. Мой класс был с физико-математическим уклоном. Вскоре в городе открылся НИШ химико-биологического направления, и все лучшие кадры, особенно с Мурагера, перешли в НИШ. Тогда я тоже решила, что мне нужно перевестись в эту школу, и я начала усиленно готовиться к экзаменам по химии и биологии. Но через год мы с семьей переехали в Астану, а в Астане НИШ был физико-математического направления. Я снова начала учить физику и математику для поступления и перевода в эту школу. Безусловно, со школьными друзьями всегда остается особая связь, и по сей день мой самый ближайший круг общения – это мои друзья со школы. У меня всегда был аналитический склад ума, я любила физику, но долго я не знала, на кого поступать. Потом я все-таки решила, что мне нужна техническая специальность, это инженерия, и наиболее востребованным я посчитала, что будет это энергетическая инженерия. При выборе вуза я изначально выбирала страну. Мне сказали, что инженерия развита в Германии и в Корее. Так вышло, что я выбрала Корею. Затем я обратилась в компанию, которая полностью сопровождает в поступлении в университеты. Так и поступила в один корейский университет, но однажды в НИШе была ярмарка университетов, где я узнала уже о университете Йонсе в Сеуле. И с помощью НИШа я подала свою заявку. На самом деле очень сложно, наверное, мне сравнивать, где было сложнее учиться, потому что Йонсе был для меня такой школой жизни, можно сказать. Я туда поступила на грант, и чтобы удерживать этот грант, нужно было поддерживать определенный средний балл. Я поступила, первый семестр был, тогда я думала, что я такая умная, я все умею, потому что у меня такой был опыт в школе. И в первом семестре выходит так, что у меня очень низкие оценки, причем по всем предметам, даже и по техническим, математика и физика. У меня была страшная депрессия, я хотела домой, каждый день мы с родителями разговаривали по скайпу, я хотела вернуться в Казахстан, была сложная акклиматизация и адаптация к новой жизни студенческой. И в итоге я потеряла грант. Потом я приехала на каникулы зимние, взяла себя в руки, замотивирована была, думаю, вот в следующий семестр я точно буду хорошо учиться, верну свой грант, и все у меня будет хорошо. Начинается новый семестр, я стараюсь, прилагаю максимальные свои усилия, но один итог, у меня опять низкие оценки. А все почему? Потому что в Корее, в этом университете, была сравнительная система оценивания. Это означает, что, допустим, если у нас ты получаешь оценку A, если у тебя больше 90 баллов, B больше 85, то в Корее ты конкурируешь с другими учениками. К примеру, если средний балл 95, а у тебя 92, то это уже не A, не B, а может быть даже C. И из-за вот этой системы сложной мне было тяжело адаптироваться к этим новым академическим условиям. Второй семестр, так выходит, что я опять проваливаю все экзамены и теряю грант снова. Лето, третий семестр начинается, это уже второй курс. Я заново замотивирована, думаю, вот сейчас я теперь заново начну, и этот семестр точно будет успешным. Начинаются первые экзамены промежуточные, и
опять у меня низкие оценки, представляете? Я себя чувствовала ужасно, я уже не знала, что делать. И я подала свои заявки, чтобы перевестись в Московский государственный университет, в Санкт-Петербургский университет и в Назарбаевский университет. Все 3 университета меня приняли на грант, они сказали, что я могу к ним перевестись в любой момент. Но родители, конечно же, были против, они хотели, чтобы я уже раз начала учиться в Йонсей, закончила. Честно говоря, их слова уже не влияли никак на мое решение, потому что мне было сложно и психологически, и морально. Тогда, наверное, ключевое решение на меня повлияли слова моего дяди. Он доктор физических наук, он сказал: Алиса, да, вот эти университеты, в которых ты сейчас можешь перевестись, они, безусловно, лучшие, они лидирующие, но дело в том, что твой мозг, для твоего мозга сейчас вот этот перевод, он будет шаг назад, ты, получается, отступаешь. Ты сдаешься, и эту программу твой мозг запомнит навсегда. И в будущем, когда будут другие обстоятельства жизненные, когда ты сможешь тоже отступить, ты таки поступишь. И представьте, я сижу, разговариваю с ним по скайпу, и у меня встает такой выбор, что да, я такая амбициозная, у меня такие планы, но я понимаю, благодаря его словам, что если я сейчас отступлю, то по жизни у меня будет такая программа отступать и сдаваться. И на тот момент я приняла решение, что я точно должна выстоять эту учебу и дойти до конца. Я не знаю, что тогда случилось, но какая-то кнопка включилась, и я начала очень жестко учиться. Я начала планировать все свое обучение по каждому предмету, каждую главу, каждый параграф. Я все запланировала, как буду, что проходить. Я ночевала в библиотеке, там уже стоял мой столик, где только были мои вещи. Закончился этот семестр, и я сохранила свой грант. Если первый, второй семестр у меня GPA был 2,2, то в этот семестр я его подняла почти на 1 балл, у меня был 3,1. И потом каждый семестр я начала поднимать свой балл все больше и больше. До конца я уже держала свой грант, и в последнем семестре у меня GPA был 4,1 из 4,3. Поэтому, когда я уже приехала в Колумбийский университет, наверное, учеба там была сложной, но когда я уже прошла такую школу жизни, скажем так, в Йонсее, Колумбийский университет, учеба в нем была уже такая естественная, я уже готова ко всем учебным процессам. К водородной энергетике я пришла так, что сначала я в Йонсей поступила на энергетическую инженерию. В ходе моей учебы мне понравились уроки про устойчивое развитие, про зеленые энергетические технологии. Вернувшись в Казахстан, я начала работать в сфере устойчивого развития. Затем мне предложили работу в сфере водородной энергетики. На бакалавриате в начале 4-го курса я задумалась о том, что мне нужно уже думать о моем поступлении на магистратуру. Тогда у меня был прекрасный учитель в Корее, он для меня был таким светилой, работал в Азиатском банке развития, во Всемирном банке, именно по зеленой энергетике. И я однажды записалась к нему на офис-аур, чтобы попросить совета о том, куда мне поступать, как мне строить дальше свое будущее. И тогда он мне сказал, чтобы я попробовала поступить в Колумбийский университет, ведь там есть прекрасный факультет по энергетической декарбонизации. Сначала я подумала, поступить в Колумбийский университет, но он вселил в меня какую-то уверенность, и вообще, наверное, в ходе моей учебы в Корее поступление в Колумбийский университет у меня сложилось очень так органично и естественно. Я захотела в этот университет, подготовилась, сдала экзамены и поступила именно в него. Hard-скиллы – это ваше знание, это ваша экспертиза. Для развития этих навыков нужно уметь планировать, нужно, чтобы у вас была хорошая дисциплина. К примеру, если вы учитесь, то я советую каждую главу все расписывать, планировать, как вы собираетесь усвоить весь материал. Soft skills – это уже ваша гибкость, умение адаптироваться к сегодняшним реалиям, получая из них максимальную выгоду. Для этого нужно уметь общаться с людьми, чтобы с вами было комфортно работать, впитывать знания, высказывать свою точку зрения. Для этого нужно постоянно самому развиваться, быть начитанным, слушать других, ну и, конечно же, брать ответственность на себя. В ходе учебы и в школе, и в университете у вас будут
какие-то курсовые проекты, финальные экзамены, где вы должны будете выбирать сами себе тематику. Я советую, чтобы вы сразу выбирали тему, которая будет перспективна по вашему направлению, чтобы в будущем, не имея опыта работы, вы уже могли показывать какие-то свои проекты, которые работодатель мог бы засчитать, что вот вы по вот этой тематике уже что-то делали, у вас есть какая-то экспертиза. Конечно же, нужно всегда советоваться с успешными людьми. Параллельно одинаково развивайте свои хард-скиллы, если вы хороший эксперт и с вами легко контактировать. В то же время, если вы активны и открыты для возможностей, то они сами будут вас находить. К примеру, так у меня было, когда Нурсултану Айбишевичу в университете Йонсей было присвоено почетное звание доктора университета Йонсе. Тогда я была представителем всех учеников, которые учатся в Корее, из Казахстана. Поэтому будьте активными, общайтесь, создавайте свой нетворкинг, развивайте его, и лучшие варианты будут сами вас находить. Мои проекты, где я сопровождала компании в сфере устойчивого развития, несомненно, внесли свою экологическую лепту, так как компании начинают внедрять более зеленые практики ведения бизнеса. Если говорить о водородной энергетике, то эта инфраструктура в Казахстане только строится, только развивается. У нас сейчас есть различные проекты, и, несомненно, путем развития зеленой энергетики мы внесем большой вклад в экологическую повестку нашей страны. В Америке на рынке труда невероятная конкуренция, и даже если ученик заканчивает университет из Лиги Плюща, это совсем не гарантирует ему то, что он найдет хорошую работу. Поэтому я и советую всем ученикам во время учебы уже начинать делать проекты, которые будут актуальны, которые будут по контексту на то рабочее место, куда он хочет устроиться, чтобы работодатель уже видел, даже если у вас нет опыта работы, у вас есть какие-то навыки, какие-то умения, и они пригодятся ему для выполнения нужных функций. В Казахстане ценится зарубежное образование, поэтому, будучи выпускником университета за границей, вы будете ценным кадром, особенно если у вас уже есть опыт работы за рубежом. Поэтому я бы настоятельно рекомендовала после окончания университета еще попробовать поработать за границей и набраться опыта и навыков. В свободное время я люблю готовить, особенно мне нравится печь французские пирожные макарунсы. Технология их приготовления очень, скажем так, сложная, много деталей, но в этом-то и весь интерес и азарт, чтобы получилась красивая юбочка у этих пирожных. А вам не Ниш, замечательное объединение, которое связывает всех выпускников Ниш под одной крышей, и это невероятно приятно иметь связь со своей родной альма-матер.